Всім прывітанне, мы ў жывым эфіры Еўрарадыё. Мы будзем зараз абмяркоўваць падзеі апошніх дзён. З намі ў студыі незалежны аналітык Сергей Чалы. Прывітанне, Сергей. Добрый день. Ну што ж, такіх пратэстаў і такой жорсткасці, як былі 9-11, дарэчы, вось такое супадзенне, 9-11, да? 3 дні нашых пратэстаў, як былі 9-11 жніўня у Мінску і увогуле па ўсёй Беларусі, не бачылі ніколі. Якія гэта наступствы будзе мець для знешняй палітыкі Беларусі, для эканомікі нашай краіны? Ці праўда, што на рэжым засталося націснуць зусім крышачку, як пра гэта пішуць у некаторых тэлеграм-каналах, ці ўсё ж такі песімістычны прагноз спраўджваецца, і ўжо зараз можна маральна рыхтавацца бліжэйшыя 5 гадоў жыць пры Александру Лукашэнку. Пра гэта мы ўсё з Сергеем і пагаворым. Сергей, як уражанне? Ты бліжэй да фрустрацыі з нагоды того, што пратэсты правальваюцца, ці ёсць нейкі аптымізм? Нет, ну, во-первых, что значит они проваливаются и каков мог бы быть их успех? Ну, как ты себе это представляешь, что там силовики переходят на сторону, значит, милиция с народом, правильно, ну, да? Ну, нет же, конечно, нет. Так это не работает, это было очевидно с самого начала. Просто на самом деле, знаете, я хочу передать, что называется, такой привет критикам нашим из-за рубежа, из Украины. Особенно вот меня удивили голоса из серии типа, что это такое, ну кто так Майдан делает, вот то ли дело мы Майдан делаем. Я говорю, ребята, сколько у вас прошло, прежде чем стрелять начали? А у нас месяца 3, мне кажется. Примерно. А у нас с первого же дня. И, пожалуйста, поэтому не рассказывайте нам, как тут что жить, да? То бок беларускія пратэстоўцы ад пачатку у больш складанай ситуации. Да не просто. На самом деле мы же видим, что все, что происходит, это эскалация насилия со стороны власти. Я чытаў нават меркаванне, дарэчы, што беларускі АМАП нашмат больш падрыхтаваны, чым украінскі Беркут. Ну, несомненно. Ну, это же очевидно. Но речь идет о том, что, еще раз говорю, что мы видим, что единственная избранная тактика, которая сейчас есть, это настаивать на том, что 80% там с чем, я уже не помню, значит, за действующего президента. А все то, что происходит на улицах, да, это на самом деле все заговор, естественно. Это не люди, возмущенные тем, что у них украли голоса. Хотя на самом деле это они и есть. Я просто видел, как это происходило. То есть вот я ходил... Считаю, это гениальной была задумкой прийти после 8 часов и подождать вывешивания протоколов результатов. Ну, так, как нужно в соответствии с избирательным законодательством. На всеобщее обозрение, где каждый мог это увидеть. Вот. И было видно, как, когда люди приходили уже позже посмотреть на этот протокол, у нас вывесили только 1 из 3. Было 2, потом его куда-то там унесли, 1 только из 3 в итоге. Потому что 3 участки. 3 участка в школе, значит, а на 3-м вообще они сбежали с урной для голосования, не подведя итоги под конвоем, значит, ОМОНа. Ну, вот. И я просто видел, как люди подходили, смотрели на этот результат, ну, потому что они же стояли в этой очереди, которую я фотографировал. Там было огромное количество людей, которые ждали, чтобы проголосовать. Смотрели на этот протокол. Да ну нафиг. Ну, то есть это были люди, может быть, впервые ранее политичные, впервые пришедшие голосовать и впервые столкнувшиеся вот с таким вот. Естественно, это их, в общем, несколько взбесило. Вот. Но мы же понимаем прекрасно, что опять же, значит, вот в нарративе действующей власти, да, где президента продолжают в его собственном мире любить 80% людей, а остальные это все какие-то, значит, агенты, которых обязательно... Тут уже даже не очень понятно, что. То ли технологиями голову задурили, то ли деньгами на площадь вывели. И дело в том, что, в общем, как бы Россия же сломала немножко нарратив. У нас же вся избирательная кампания проходила под флагом того, что, значит, вмешательство России в наши выборы, что они там и нам и политтехнологов присылают, там и чуть ли не боевиков нашли каких-то. Вот, теперь уже непонятно, чьи это боевики, куда они ехали. И после звонка Путина наступил снова мир. Да, и теперь уже, как это, мы всего не знаем, это какие-то третьи страны, хрен пойми, кто это вообще, и чего мы ловим.
Ну, пра баевікоў усе ўвогуле забыліся. Мы пра іх Разумеется. узгадваем роўна на 15 секунд за дзень. Ну як там баевікі? Ну да, калі ўсё гэта скончыцца, трэба набраць, запытацца, дзе там 33 расійскія баевікі і те 167, якія быццам бы Я думаю, что они также растворятся легко, как растворились джип, там як абвінавачванні і доказы па справе Белого легіона і так далее. Очевидно, что это... Я уверен, что содержанием разговора с Путиным был, ну, там, Владимир Владимирович, да, в стиле Пелецкого, да, давай пока, что там, Владимир Владимирович, это, ну, ты ж пойми, это все выборы, это ничего личного, то есть, и так далее, да, там все закончится, это, не воспринимая это как личную обиду, там, или еще что-то. Ну, тем больше, что я так разумею, что из России пропоновали довольно зручны для России прынамсі выхад, абвінаваціць некі трэці бок. І, дарэчы, трэціх бакоў апошнім часам что-то все больше становится. Да, больше и больше. Ну, крытыкі патрабавалі ад беларускай прапаганды назваць гэтых ворагаў, да? Беларуская прапаганда ўвесь час спасылаецца на нейкіх ворагаў, ну так хто ж гэта, да? І вось такі тлустыя намекі на Украіну ў звязку з баевікамі і наўпрост чамусьці, я крыху не разумею, чаму названая Чехия. Ну как якости... Там же сидит этот подрывное радио и все остальное. Только потому, что головный офис Радио Свобода европейский находится в Чехии. Может так, да? Ну, вот другой версии у меня нет. Ну... Вот, так вот я просто к тому, что... Значит, ну, то есть, грубо говоря, нарисовав себе 80 этих процентов, да, то есть дальше пути к отступлению нет. Понимаешь, то есть и то, что делается сейчас, это ровно то, что я хотел в этом ошибиться. Я рассчитывал на этот эффект Кассандры, когда ты делаешь предсказание с тем, чтобы оно не сбылось, потому что на основании его начинают люди делать и предотвращают его. Однако это именно произошло. Я говорил, что будет сценарий круче, чем 2010 год. И теперь уже видно, почему это происходит. Это делается абсолютно в интересах конкретных силовиков. Потому что, в общем, мне уже даже сложно представить себе, как сам Лукашенко выберется из этой норы, в которую его зарыли, да, то есть из которой только один выход, но он в эту сторону пойти не может, поэтому приходится рыть ее дальше. Так мне здаецца, што ў яго не было нават і да выбараў іншых варыянтаў. Да, конечно. Мы абмяркоўвалі гэта ў гэтай студыі за, можа, некалькі нават дзён. Да, сэнс у тым, што калі ты намаляваў на ўсіх папярэдніх там 4 выбарах сабе 70+, а на гэтых малюеш 60, это что означает? Что твоя популярность пошла вниз? Ну, она, в принципе, и могла пойти вниз, сказать, например, ну, вот что это результат экономического кризиса, у нормальной это результат коронавируса и да, так далее. У нормальной краине с нормальным лидером яна могла пойти вниз. Але у Беларусі з Лукашенком, альфа-прэзідэнтам, я б яго назваў так, да, яна відавочна пайсці вниз не могла. І вось улады зрабілі той вынік на выбарах, які ім быў патрэбны, і атрымалі масавыя пратэсты і масавы розгалас па ўсім свеце. Чым гэта пагражае Беларусі? Ну вось, яны, вырашаючы гэтую тактычную праблему перамогі на выбарах, да, что далей, да? Ну, вот смотри, значит, насколько я уже знаю, что 14 числа, то бишь послезавтра, будет ЕС решать вопросы относительно как относиться к выборам в Беларуси. Вот, по всей видимости, вопрос санкций стоит уже. Именно поэтому так лихорадочно, значит, МИД написал свое обращение, где суть которого можно передать знаменитым мемом «Не все так однозначно». Да, давайте смотреть со всех сторон. Учора ўвечары з'явіўся гэты дакумент, там з аднаго боку ухваляецца ініцыятывы еўрапейцаў, якія не станоўча, да, а з іншага боку там, ну, такі поток сознания наконт і вы робіце нейкія неправільныя высновы з неправераных крыніцаў і пра якія мірныя пратэсты можна казаць, калі на супрацоўнікаў амбасады Беларусі ў Великабрытаніі напалі. Гэта ўвогуле так даволі смешна было чуць. Там адбылося, што раз'юшаны натоўп выбаршчыкаў, якія прастаялі вельмі доўга ў чарзе, сустрэў свістам і крыкамі амбасадара, яго выводзілі з амбасады у суправаджэнні паліцыі, і адзін чалавек запрыгнуў на дах аўтамабіля. Вось гэта такі быў напад на супрацоўнікаў амбасады. Ну, в общем, я просто про то, что
сбил тебя с думки? Нет, просто про то, что в этой ситуации, понимаешь, все-таки Европейский Союз осознает себя как такая ценностная империя. Да? То есть если США — это такой мировой полицейский, олицетворяющий мировую силу, то Европа олицетворяет себя установителем стандартов. Стандартов ценностных, стандартов человеческих, да, стандартов, соответственно, демократических и выборных и прочее. То есть очевидно совершенно, что они сейчас не могут не реагировать. То, что произошло, это, конечно, плевок в лицо. Понятно, что вся работа, которая проделывалась последние, там, сколько, господи, лет со времен выпуска последних политзаключенных, около, не знаю, 7, нет, ну, может быть, чуть-чуть меньше лет, она, несомненно, выброшена сейчас в урну. Вот, понятно, что ничего не остается особо у Европы, кроме как реагировать, и мы посмотрим, каким будет ее ответ. То есть вся эта нормализация, значит, она прекращена, естественно. Любой диалог, я не представляю себе, вокруг чего он может вестись, потому что эти выборы невозможно признавать по их стандартам. Причем с самых первых дней. Никогда у нас еще не было, чтобы до дня выборов в тюрьме оказывались основные соперники президента. Обычно это было после. Ну і гісторыя з еўрапейскімі назіральнікамі, якіх як бы запросили крыху пазней, чым яны могли приехать. И, конечно же, произошло то, в общем, на что я рассчитывал, что найдется достаточное количество участков, где голоса будут посчитаны. Понятно, что там уже с этими комиссиями работают, уже есть информация о том, что там увольняют всех к чертям. Ну так, вядомы выпадак дырэктара гімназіі ў Маладзечні, прынамсі, на участках этой гімназіі перамагла Светлана Ціхановская, але дырэктар напісаў заяву, ну, як гэта здараецца. Ну, да. Просили написать заяву, и написал. Вот. Сошел без шума. То есть я к тому, что более сотни, по-моему, уже этих протоколов, фотографий, которые есть сейчас, результаты, причем результаты там далеко не, что называется, там 50-50, да, непонятно как это, да, там оглушительная победа Тихановской, местами до 90%. То бишь понятно, что выборы просто украдены. Соответственно, здесь даже нет возможности Евросоюза сказать, что мы не понимаем, какие результаты были на самом деле, и у нас никто не может этого сказать. То бок Евросоюзу адрэзалі таксама нейкі шлях да отступления. В том-то и дело, что я же говорю, что сценарий, который был выбран, который был очевидно нарисован людьми в погонах, которые в какой-то момент перехватили управление избирательной кампанией Лукашенко из женских рук, да, которые могли только создавать для него иллюзию, что все в порядке, Александр Григорьевич, можно никуда не делать, ничего не ездить, ничего не говорить, да, и это действительно его напугало. Вот. То бишь ситуация довольно безвыходная со всех сторон. Да, Евросоюз, які можа, у прынцыпе, мог бы зрабіць такую мягкую заяву, як у традыцыйным дыпламатычным рэчышчы. Выказаць азабочанасць. Да, заклапочанасць і так далее. Ён, у прынцыпе, тут ужо заклапочанасць тотальная. Як да, ты глядзіш, як разганяются протесты. Нет, ну просто то, что мы видим, это, не знаю, это шаг к гражданской войне. Просто это конкретное приглашение на нее. Вот такая жестокость значит, несоразмерная, применяемая в отношении, собственно, гражданского населения. Да? Мяне, конечно, здзівіла тое, як беспардонна ўсё гэта было зроблена. Да, ну, то бок цифру у 80% намалявалі просто не лічачыся з тым, што людзі бачаць, ну, то бок нават не спрабуючы рэальнасць нейкім чынам падагнаць да... Да, конечно. Да, это не корректировка, это просто, что называется, как Шульман сказал, Владимирский перевертыш. Стоят папки, да, там, значит, а ты их просто... переставляешь местами. Сябры, мы зараз у жывым эфіры ў сацыяльных сетках. Задавайце, калі ласка, пытанні ў каментарах. Гэтыя пытанні мы бачым, мы можем перанакіраваць іх Сергею. Ну і не забывайте подписываться на нас у Фейсбуку, на Ютубе. Да, и внезапно появился интернет, при том, что он был полностью мобильно отключен. Я думаю, что вот это как раз главный фактор этого было то, что просто-напросто это больно для экономики. Во. Потому что в ужасе были банкиры, в ужасе был IT,
это потеря, возможная потеря контрактов, репутации, всего остального. Понятно, что выстраивание имиджа страны в виде такой, знаешь, авторитарной модернизации Сингапура. Ну, все, как Валерий Вильямович Цепкало завещал, да? Значит, в центре Европы, да. Вот. Конечно, это все выкинуто. Ну, то есть, какой ты можешь вести бизнес страной в 21 веке, если у тебя просто тотально не работает интернет? Ну, за исключением там совсем уже партизанских троп, там, в виде VPN-ов, которые помогали справляться с китайским фаерволом. Ну так уся Беларусь открыла для себя псифон. Ну, хотя и он тоже был под конец не работал. Да, а вот то, что стояло у меня, продолжало работать. І гэтак далей, але вось давай паразмаўляем пра гэта. Значыцца, ты прынимаешь... Александр Лукашенко подписывая дэкрэт пра лічбавую эканоміку, дае льготы парку высокіх тэхналогій. Некалькі гадоў кажуць пра будаўніцтва IT-краіны, хаця, дарэчы, апошнім часам нешта не чуваць. Гэты хлёсткі, хлёсткую дэфініцыю азначэння. І на 3 дні выключаеш інтэрнэт. Все перакрэслена гэта. Да. Ну, і я бачу па знаёмых айцішніках, што, канешне, фрустрацыя вялікая. Тыя, хто пайшоў у назіральнікі, тыя ўвогуле ў шоку ад таго, што адбываецца. Ну, потому что они же жили в своем уютном мире. Людзі прызвычаліся да таго, што працуе. Ты нешта робіш, атрымліваеш нейкі лагічны вынік і робіш далей. Да? Тут просто... Ну, ребята просто вышли из своего гетто, из своих там кубиклов, да, значит, или там домашних офисов, и там Зыбецкой условно, и внезапно обнаружили, что мир немножко не такой, как они привыкли его видеть, да, что он там совсем пострашнее на самом деле, потому что, еще раз говорю, то, что сейчас происходит, это со стороны власти, это эскалация насилия, это повышение персональных рисков для людей, участвующих в коллективном действии. При этом поражает, конечно, то, как, то есть, ну, читаешь же там всякие интернет-каналы, и там много всяких там, значит, радикальных призывов, да, давайте там что-то делать, но смысл в том, что если сравнивать наши протесты с любыми недавно происходившими, тот же Гонконг, ты поражаешься просто тому, что, ну, мягкости абсолютно верно, да. Все-таки первая строчка нашего гимна «Мы, белорусы, мирные люди», это так и есть, это абсолютно точно видно. Ну, мне здаецца, што Беларусь, вось яна інтэлігентна пратэстуе. Беларусы, от яны увечары выходзяць барыкады будаваць, пасля такія... Так, 2 гадзіны ночи, а завтра раніцай ты на працу. Ну, блин, ну что, нужно, ладно, пошли. Да. Пошли, поспали, прочнулись. Утром там, естественно, все убрано. Да, туды-сюды, все, попрацавали. Ну что, 6 гадзін, можно идти будовать баррикады. Ну, типа того, ну, соответственно, ага, 6, как вчера, да, 6 вечера, значит, интернет отключаем полностью. Ну, и опять же, основной нарратив — это какие-то проклятые атаки на государственные ресурсы, при этом почему-то в этом кафкианском мире в случае DDoS-атаки на государственные ресурсы продолжают работать, как ни в чем не бывало, отключаются все остальное. Ну, вот как-то все это очень дико смотрится. То бишь, у меня такое ощущение, что просто вообще нет ни малейшей попытки придать хоть сколько-нибудь правдоподобный, приличный вид тому, что происходит. Вообще ни малейшей попытки. Хакеры из-за межи атаковали замежные недержавные медиа. Как это фраза из серии «Мы, дамы», или «Ну, и что? И что вы нам сделаете?» Вот, на самом деле, позиция сейчас. Сергей, як ты оцениваешь позицию штаба Светланы Тихановской, якую яна сама займала, ну, до учорашняга дня у гэтай ситуации, не закликаючи людей до активных протестов, не удзельнічаючи у гэтых протестах асабіста, спрабуючы по-ранейшаму нейкімі юридичными шляхами обскарживать эту ситуацию. Я думаю, что именно эта позиция как раз и позволила так глубоко прийти до практически... довести владу до такого кризиса. Да. Так? И с другой стороны, именно эта тактика и позволила пройти так далеко, добиться большего, чем на всех предыдущих выборах вместе взятых. Да? То есть именно, как это оказалось, что ребята, то есть...
власть не способна исполнять даже свои законы, так долго, многолетне корректировавшиеся в пользу того, чтобы обеспечивать элегантную победу. Этого даже оказалось недостаточно. То есть сила протестного голосования была столь велика, что пришлось нарушать тотально все инструкции даже, которые, значит, в избирательном законодательстве были, и тем не менее мы получили, еще раз говорю, более сотни, я думаю, что будет еще больше. Просто у людей не было интернета, соответственно, сложно было делиться фотографиями и всем остальным. Вот. Так, бюллетени публикуются, не бюллетени, протоколы. Вот, поэтому это, больше того, я уже об этом говорил, я еще раз скажу, по тем протоколам, если собирать гистограмму, скаттерплот, да, строить двумерную диаграмму, то, что делал всегда Шпилькин, как ты помнишь, на русских выборах, да, он считал статистические зависимости по русским выборам и показывал, как отличаются участки, на которых, значит, фальсификации были, от тех, на которых их нет. Вот, так вот, пока вердикт из того, что я видел, они обрабатывали около полусотни, значит, таких результатов. Абсолютно нормальные, зависимость, ни малейших признаков. То есть очевидно, что не рисовали в пользу Тихановской никакие результаты. Вот. Ну, вось нам вядомы выпадак, калі у одной гімназіі два участкі, и на одном участке совершенно верно. Тихановская с 2,5 совершенно верно, разовым адром, а на соседнем так вот соседние домы. Так я ровно эту ситуацию предсказывал, когда говорил об опрокидывающих выборах. То есть кто-то рано или поздно, да, решит, что называется, как это, сложить щит, да, и не участвовать в этом социалистическом соревновании. Вы рисуете, а мы не будем. И внезапно оказывается, что одна и та же демография, одни и те же люди, те же самые соседи, которые, скорее всего, знакомы между всеми, да, и вот такая разительная картина. Вот. Ну, и натурально такие факты, яны не з'яўляюцца прямыми доказами фальсификации, але, ну, яны... Не, понимаешь, есть в науке такой термин, да, то есть есть такое понятие, как это не доказательство, а показательство. То есть это не является строгим, но это показательство. Это не доказательство фальсификаций. Невялічкая рэмарка. У каментарах з'явілася шмат айцішнікаў, якія кажуць, што все ж таки не трэба так пра іх, маўляў, яны ў 2006 годзе яшчэ на плошчу выходзілі, і ёсць шмат. Я спецыяльна іх троллю, пускай не переживаюць. Гэта, Сергей, вас дражніць, каб все ж таки гэтая актыўнасць ваша не знікла. Дарэчы, давайте пра актыўнасць. Вось, напрыклад, заўтра, паслязаўтра, бліжэй да выходных вулічныя пратэсты сыходзіць на не. А што гэта азначае? Гэта азначае, што як бы ўсё, мы будем жить наступным. Ну, смотри, во-первых, да? Нет, ну, во-первых, еще раз говорю, что... Что будет далее? Их было достаточно для того... Я бы даже сказал, тут вопрос даже был не продолжительности, а интенсивности. Потому что картинка жуткая совершенно. Да, там крови просто дофига. Позиция твоя, в принципе, близкая до Макса Коржа, які вчора сказал, хлопцы, а ты не ведаешь, да? Макс Корж выказался вчора. Если честно, меня даже не интересует его мнение. Хлопцы, вы уже перемогли, вы уже показали усім, что вы можете протестовать. Давайте поставьте на паузу протесты, бы дали только... Нет, я сейчас не про это. Я про то, что на самом деле здесь же фокус этих протестов в том, что как бы ни бегали сейчас власти, пытаясь... Вот я читал в Фейсбуке сообщение о том, что людей, которых задерживали, а потом отпускали, да, через пару дней, то есть их там чуть ли не избивали с требованием, как это, отвечай, кто с тобой работает, кто тебе платит, кто вас организует. Людей, очевидно, совершенно там, ну, то есть там же среди них постоянно проводят политинформацию, им же рассказывают, что это все какие-то закулисные и прочие кукловоды. Как кто-то хорошо пошутил, есть такой смешной телеграм-канал. Сейчас вообще, конечно, в такой моральной ситуации юмор необходим. Значит, что пришли с обыском в театр «Лялек». Искали кукловодов. Вот. В банке нашли деньги? Да, в банке нашли деньги. «Лялек», да, я вообще, кстати говоря, считаю, что наши правоохранительные органы в последнее время демонстрируют главное свое умение, а именно красиво раскладывать деньги. Да, недавно, значит, недавно, ну зачем только чужие? Я думаю, что те 900 тысяч было из камеры вещественных доказательств, например. Вот. Деньги, предположительно, как уже его успели государственные СМИ назвать, организатором
и человеком, который платил кому-то, а как жена утверждает, просто продавшему на днях автомобили вот эти деньги. Да? То есть вот раскладывать красиво деньги, это вот они умеют. А дальше почему-то там что-то как-то с этими делами становится плохо. Они даже в банке деньги раскладывали, ну, правда. Вот, то есть я просто к тому, что этих протестов хватило, конечно же, не на то, чтобы там какой-то переход власти случился. Но этого хватило для того, чтобы обратить внимание всего мира на то, что происходит. Вот сегодня я постил в Фейсбуке редакционную статью «Вашингтон-Пост» о том, что происходит. Она, конечно, такая немножко поверхностная, потому что все-таки другой континент. Но, в принципе, еще раз говорю, ребята, «Вашингтон-Пост» — это столичная газета. Это редакционная статья. Это не opinion, это не колонка, это не блог. Это редакционная статья, которая появляется на первой полосе печатной газеты. Да, то есть это одна из двух газет, ну, 3, ладно, которые имеют вообще там... Якую, умовно кажучи, кладуть на стол Трампу. Там, да? И не только. Она, ну, это газеты, которые имеют общенациональную циркуляцию. Угу. Ну, мне здаецца, што наконт Вашынгтона нашмат важнейшыя для Беларусі тыя газеты, якія цыркулююць навокал капіталійскага халма. Там ёсць і такія, накшталт «Палітика», напрыклад. Там наклад 30 000, але ўсе 30 000... Ну, и тем более, что Вашингтон-Пост Трамп не любит. Там же он Безосу принадлежит, а Амазон для него это враг. В общем, ладно, неважно. Сейчас мы немножко по-другому. Я про то, что случилось, оказалось таким, что игнорировать происходящее невозможно. То есть, и это МИД почувствовал, именно поэтому это заявление, такое неуклюжее заявление, вот именно в стиле не все так однозначно и появилось. Очевидно, они понимают, чем это все пахнет. То есть реакция, очевидно, будет. Но здесь дальше начинается самый важный момент. То есть, каков в итоге международный статус этих выборов? Какое к ним будет отношение? Значит, если это сфальсифицированные выборы, да, то есть не соответствующие там каким-то стандартам и так далее, это одно. То есть в этом случае как бы по их понятиям не победил никто. Если это украденные выборы, ситуация немножко другая. И вообще я считаю, что из этого ужаса, который сейчас происходит, есть, в принципе, один, пускай и маловероятный, но выход — это аналог венесуэльского сценария, когда есть Мадуро, который только один считает себя президентом, ну, еще там несколько стран-изгоев, в которые, видимо, мы тоже уже будем входить. И такая изоляция тотальная. Да. А второй — Гвайдо, которого весь остальной цивилизованный мир считает на самом деле победившим президентом. Вот этот сценарий возможен. То есть это задача, которая сейчас решается не в Минске, понятно, не на улицах, но это важный фон того, что там происходит. Святлана Тихановская будет такой Ивонкой Сурвилой, президентом у выгнании. Ну смотри, вот давай проанализируем ее заявления, которые были до того момента, как я там слабая женщина и кофе сегодня пила безо всякого удовольствия. Все прекрасно понимают, что это обращение можно вообще игнорировать. Ну так. Мы понимаем прекрасно, для чего оно и как оно было сделано. Это абсолютно точно. То есть я, честно скажу, я даже его не смотрел. Я не хочу знать, что там было сказано. Потому что ни малейшего значения это не имеет. Вот клянусь, я не смотрел его. Значит, а до этого были сказаны несколько важных вещей. Первое, значит, остановите насилие, призыв к немедленной остановке насилия. Потому что насилие, как мы видим, очень одностороннее, с огромным просто превышением, что называется, необходимости. Да, то есть вот это, ребята, это то, что происходит, да, целиться в окна, значит, расстреливать людей из резиновых пуль там в упор, да, во дворе. Ну, и сегодня, до речі, сказали, что в Бресте стреляли на поражение вчера. Да, я читал уже про это, тут Бай написал. Вот. Что МВД признал, что табельное оружие применялось, а табельное автоматически не может быть ни с какими другими, как с боевыми. Вот. Применение мобильных антитеррористических отрядов против мирного населения. Алмаз, Альфа, предположительно, Алмаз точно было, про Альфу, скорее всего. Вот. И понятно даже, почему они там были, именно потому, что протесты распределенные. Вот эти вот космонавты с дубинками, они не умеют перемещаться, они умеют стоять и вытеснять, а двигаться нет.
Это очень трудно им. Поэтому вот эти вот в Tactical Gear, что называется, реально какой-то GTA, то есть проезжающие машины, стреляющие в людей люди, это ну какой-то ужас на самом деле, то, что происходит. Как представить себе, что это Европа в 21 век, или там таранить живую цепь, или таранить автомобиль с девочкой. Это выпадок у Гродня, да. Да. Вот. То бишь, на самом деле, еще раз говорю, что если бы я мыслил конспирологически, на самом деле, это твоя больше... Ну да, ты все-таки логично мыслишь. Вот. Я просто считаю, что то, что сейчас происходит, во многом просто-напросто ситуация упущена из-под контроля. То есть, если ты долгие годы, значит, готовишься вот к тому, чтобы вот это произойдет, да, и тренируешь своих верных, значит, защитников, да, уже это слово правоохранительные органы как-то даже сложно применять в такой ситуации. Потому что право нарушено как раз именно ими же. Вот. Что далее? Ты рыхтовался до этого всю життя. Да. Но смысл в том, что когда тебе позволили, это очень сильно опьяняет, понимаешь? Мы же видим, как работает уже не просто не необходимость там разогнать скопление людей. Это просто люди ходят по дворам и избивают сидящих там, как мы видели, пару, да. Ну, да, есть абсолютно абсурдные приклады. Машина проезжая, а мапа сбивая Да. Ну, то есть да? Это уже начинает проявляться вот те самые худшие качества человеческие, которые в противном случае, ну, то есть работают какие-то цивилизационные механизмы, которые удерживают людей от того, чтобы в такое превращаться. А когда у тебя снимают вот этот барьер, да, вот это приводит к этому. То есть чем это может остановиться, я не знаю. Ну, я еще раз говорю, первое, что она сделала, вот давай логически. Первое, значит, все три вещи она сказала по классике. Призыв к немедленной остановке насилия. Второе, значит, непризнание результатов выборов. И третье, призыв к мирной передаче власти. То бишь, фактически, она как раз и настаивает на сценарии, когда она считает себя победившим президентом. Не новые выборы, не пересчет. Хотя, в принципе, пересчет уже, по-моему, невозможен, потому что я сегодня видел фото уже обугленных. То есть, скорее всего, то, что там было в урнах, уже стремительно уничтожается. Хотя они мусят заховываться, принамсі полгода. Ну, по прошлому опыту они так долго не хранились. Вот. То бишь, это уже практически невозможно. Переголосование глупо в этой ситуации тоже, да, то есть, еще раз говорю, сейчас очень многое будет зависеть от международной позиции. Я встретил неожиданное такое мнение, которое так мне даже в голову не приходило, это Соловей, такой политолог есть российский. Я тоже, для меня это имя было новым, но почему-то он сказал такую интересную вещь, что то, что первым поздравил Китай, это на самом деле не в пользу Лукашенко. Это намек России относительно того, что, значит, ты не пытайся, Владимир Владимирович, воспользоваться благоприятным случаем, как по сценарию чего-то еще, это наше. Вот ты сюда не сунься. Это вполне возможно, что это так. Мне не приходило это в голову, но чем больше я об этом думаю, тем больше я думаю, что вероятность именно такого развития событий есть, потому что нет никакой необходимости Китаю вписываться там за 3-9 земель за человека, которого весь мир назовет тираном. И, ну, тиран, знаешь же, греческий термин, который обозначал именно, значит, захватчика, узурпатора власти, да? Вот. Так что, ну, зачем им это? У них и так есть проблемы с США и Европой. Вот. И поэтому, конечно, все зависит от того, какова эта позиция будет. И еще раз говорю, вот если бы я был конспиратором, значит, да, то я бы подумал, что какая-то злая воля фактически, то есть ведет ситуацию таким образом, чтобы вообще никаких путей к отступлению Лукашенко не было. Они фактически роют его могилу, уже повязав его кровью, с собой, с силовиками и так далее. То есть если после 2010 года Александр Григорьевич оказался там, что называется, ну, мы там сами устроили это, железом по стеклу поскребли, да, напугали вас до смерти, что там революция происходит. Сами же вас и спасли, и, соответственно, вот ты нам как бы обязан. А
А здесь уже позиция силовиков. Конечно, разумеется. Конечно, разумеется. То есть, если раньше чиновники, госаппарат региональный обеспечивали выборы, всегда Лукашенко им говорил, что это для вас экзамен. Не для него, а для них. Ну, то есть, прозрачно эта фраза. Вот. То сейчас очевидно, что это даже не там, ты нам должен, а просто, ну, все. То есть... Не могу не задать пытанне ад гледачоў яшчэ адно. Як бы ты ацэніў перспектывы забастоўкі? Па-першае, ці магчымая яна, па-другое, ці з'яўляецца яна нейкім дзейсным сродкам ціску на Так, тут сразу несколько вопросов в одном. О целесообразности, о возможности и так далее. Значит, я скажу так, что значит, забастовка частных предприятий, разумеется, никакого смысла не имеет. Правильно? Мы же говорим исключительно о крупных государственных предприятиях. Так. Проблема крупных государственных предприятий в том, что они большой пользы для экономики не приносят. Ну, за исключением буквально единиц. Вот новость о 2, по-моему, цехах на Гродно-Азот, да, вот она одна из таких наиболее интересных. Я читал еще, что на пелингу, магчыма, нечто может отбыться. Пелинг, ну, это очень чувствительное для власти предприятие. Это сильный экспортер, да, совершенно верно. Причем экспортер... Ну, того, чего надо экспортировать. Ну, я имею в виду больше другое. Я с точки зрения того, что вот там уже точно продукция с высокой добавленной стоимостью. Вот, то есть это как бы последние остатки нашей конкурентоспособности. Вот такие отдельные предприятия. Мы же помним, что именно оно входило в список 5 интеграционных проектов, над которым потирали руки русские, там, Бабич, там, включая, который уже там чуть ли не инспекцию на них устраивал, за чего, собственно, и был выслан. Вот. Поэтому речь идет о таких крупных предприятиях. Значит, большинство из них убыточно. Я уже вчера пошутил, что остановка убыточных предприятий, работающих на склад, будет благом для экономики, а не вредом. Вот. Другое дело, что пособия по безработице там в этот момент платить не будут и так далее. Но, тем не менее. Второе, еще один важный момент, связанный с тем, кто работает на таких полуживых предприятиях. Это далеко уже не тот гегемон, который мы себе представляли в 90-е. И с момента вот этих 91-го апрельского повышения цен, значит, думали, что вот если как это... Существовал же этот миф, господи, устойчивый на 30 лет, да, 20 лет. Нет, да, 30 с 90-х. Уже 30. 30 лет, господи, как время идет. Что вот если не выйдут работяги с МАЗа, то, значит, там типа ничего не получится. Ну, во-первых, я помню хорошо эти протесты. Значит, они были, в общем, хорошо управляемым менеджментом этих предприятий. То есть они там оказывали давление на Совмин с помощью этого стояния на площади. И когда команда давалась, все моментально, значит, с этой площади уходили. То есть ничего стихийного в них не было, это раз. Второе, еще раз говорю, это далеко уже не те люди, представители там, не знаю, квалифицированной рабочей силы и так далее. Да? Чаще всего, ну, то есть на этих предприятиях остается все меньше и меньше людей, и все больше тех, кто просто себя там удерживает на этой нищенской зарплате. То есть вот в выход этих людей я не верю. То бок яны просто не будуць выхадзіць, таму што яны згубяць у выпадку перамогі яшчэ і гэта, нават тое, што ў іх застаецца. І яны гэта разумеюць. Да, они этого, скорее всего, опасаются. Я думаю, что этот фактор здесь есть. И еще раз говорю, основной момент заключается в том, что их психология, ну, по моим представлениям, уже не сильно отличается от психологии там госслужащих. То бок забастоўка, якая магла б рэальна напужаць улады, гэта не забастоўка на умоўным МАЗе, а гэта забастоўка на нешматлікіх эфектыўных дзяржаўных прадпрыемствах, якія маюць экспартны потенциал. Вот это действительно нанесет ущерб экономике, если это произойдет. Да. Ну, Гродно-Азот, экспортер, это же понятно, да, что это такое. Ну, не знаю, БМЗ, БелАЗ, ну, то есть вот такие, хотя БелАЗ там и так уже. Не, ну, БелАЗ сокращает. БелАЗ. Ну, Тут более чем в половину упал выпуск. Есть некое символичное, конечно, еще значение. И плюс, понимаешь, я вот что хочу сказать. Ну, то есть, ребята, то есть, что такое забастовка? Забастовка — это же не просто так давайте работать не будем. Ну, нас преследуют какие-то цели. А эти цели должны быть сформулированы. Они где-нибудь есть?
Ну, я учора вось мінскі электратэхнічны завод, там быў аркуш. Козлова? Это, да, імя Козлова, значится честные выборы, спынение ціску, и самое крутое, это верните интернет нам, калі ласка. Вот это класс. Вот. Ну, да. Так что, в принципе, улады пошли на сустрач. Частично выполнили требования бастующего. Иначе бы мы с тобой тут не сидели. Абсолютно верно. Дякую вам, сябры с Минского электротехнического завода, за наш сегодняшний эфир. Вот. То есть я к тому, что должен быть какой-то общий список требований. Да? Возможно, даже не только политических, но и экономических. Ну, например, сделайте пользу реформаторам и впишите туда подняцце пасовай безработицы до уровня прожиточного мінімума хотя бы. Ну так, дарэчы, гэта менавіта трэба патрабаваць, потому что забастоўка, звальненне. Совершенно верно. Конечно, да, именно об этом. Долго ты не просуществуешь на эти донаты, как у этих двух звукорежиссеров. На двоих-то собрать легко, а попробуй ты на... Там, здаецца, учора была навіна, что $1 мільён собрали вельмі хутка за кароткі перыяд. Это на всех. Ну, на всех, да. А ўсіх зараз затрымана больш за 6 тысяч. Ну, в принципе, не так-то і блага, але гэта, безумоўна, не на год. Да, совершенно это на разовую допомогу. Да. Ну, там же еще есть инициатива HR-ов, значит, если что, находить людям нормальную работу вместо вот этой вот чуши, которой они занимаются за эти там 600 рублей или сколько там они там получают на своих госконторах. Вот. Я думал, ты имеешь на увазі, что HR зараз нейкой чушью Нет, я имею в виду, что вместо найти нормальную работу или помощь найти нормальную работу, ну, это как раз, по-моему, тоже на портале «Честные люди» этот кусок этот есть. Вот, то есть я к тому, что освобождение, конечно же, всех задержанных должно там присутствовать в качестве требования. Насчет честных выборов. Ну, честные выборы, это же был лозунг и часть программы Тихановской. То есть требовать их сейчас не нужно. Сейчас как раз нужно идти по... Вот, если и какой-то выбирать путь, то продолжать идти по вот этому легальному треку, который был намечен. И в посте я его тоже расшаривал Максима Знака, адвоката Объединенного штаба, что вот именно... Значит, ну, во-первых, ладно, там еще несколько интересных вещей было. Найдите, прочтите, там правильный совет, мы сейчас на районе это именно делаем. Вот, но еще раз говорю, основная это вот эти три вещи. То есть выборы украдены, значит, остановите насилие, выпустите, значит, задержанных и политзаключенных. Значит, и, ну, вот, еще раз говорю, можно дополнить даже чем-то таким важным экономическим. Вот первое, что мне вот приходит на ум, это вот это полезная вещь. Тем более, что эта штука важна так или иначе в любой перспективе. И в мирное время я бы тоже настаивал на такой мере. Безумоўна. І МВФ, калі кажа пра наступны крэдыт і гэтак далей, вядуцца перамовы, таксама настаивая на паляпшэнні сацыяльных умоваў, социальных выплат повеличения. Нет, но дело в том, что Потому что это самый важный складник проведения структурных реформ. Верно. Никакие структурные реформы невозможны без этого первого шага. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Сергей, на жаль, у нас скончился час у эфиры. Наступный будет эфир. Может, я еще пару буквально секунд займу? На пару секунд, безумовно, есть. Я хотел, до речи, сказать, перед тем, как Сергей скажет некое заключное слово, что недавно он з'явился в Телеграме. А у Сергея з'явіўся ўласны тэлеграм-канал. Пока еще там мало что. Ну, тут такія падзеі, але тым не менш, гэта наўпросты доступ, да, да эксперта, і подписывайтесь, як ён называется, як там знайсці. Он называется так же, как все мои логины во всех соцсетях, как в Твиттере, как в Фейсбуке, как в Скайпе. То есть меня можно найти вообще предельно просто. Это 10 символов, Серж Чалый, слитно, имя и фамилия. Вот. Значит, то, что я хотел сказать, это я хотел сказать тому, что для меня самого было открытием за эти дни. Вот. Я, на самом деле, живу достаточно уединенной такой жизнью, ну, знаешь, как такой, отшельник-мыслитель, да? Вот. А за последние 2 вечера я познакомился с огромным количеством просто соседей своих. Это оказались совершенно прекрасные люди. Вот так вот живешь в многоквартирном доме и там не знаешь львиную долю людей своего подъезда, кроме там соседа по площадке. Вот. То есть то, что произошло, вот это отсутствие интернета вернуло нас... у дворы. Совершенно верно, так и получилось. Вот. Тем более, что эти дворы часто были safe place, как подъезды открытые, которые потом закрывались на случай
значит, угрозы безопасности людей, которые там убегали или что-то еще. Вот. Так что вот это для меня было открытием. То есть возвращается политика в виде, в самом своем первоначальном виде. Вот Агора, Афины, Греция. Вот собрание людей. И еще одно такое собрание было, это вот одна из тех инициатив, на которые настаивает Максим Знак, это сбор подписей людей, которые говорят о том, что мы голосовали за Тихановскую. Тот результат, который у нас вывесили, 185 голосов за нее на участке, это просто смехотворно. Сбираем 186 и даже больше. Ну, и на основании этого делается масса, значит, писем, жалоб и так далее. То есть вот это, опять же, это не доказательство, но это показательство того, что голоса на этом участке были украдены. У нас пока это немножко со скрипом идет, вот, но там мне рассказывали, что за 2 часа удалось набрать в отдельных районах больше, чем вывесили. То есть вот как бы пока я настаиваю на легальном пути. Пока, но этот легальный путь требует серьезного давления на международные институты и отдельных политиков. Вот, поэтому ищите, не знаю, их соцаккаунты и так далее, бомбите их тем, чтобы они понимали, что происходит, и как сложно нам здесь без внешней поддержки, потому что внутри, как мы понимаем, сил у власти более чем достаточно для того, чтобы побить, посадить, пострелять, там, все что угодно, все, что они хотят. То, что они, собственно, сейчас и делают. Што ж, сябры, Сергей Чалы, незалежны аналітык, быў у жывым эфіры Еўрарадыё. Мы размаўлялі пра падзеі апошніх дзён, пра перспектывы пратэстаў рознага кшталту, ад вулічных выступленняў да забастоўкі і пра тое, як легальным шляхам усё ж такі спрабуе гэтую сітуацыю, працягвае спрабаваць гэтую сітуацыю змяніць штаб Святланы Ціханаўскай, нават у сітуацыі яе тэхнічнай адсутнасці ў гэтай барацьбе. Дзякуй, Сергей, што пагадзіўся прыйсці да нас. Пригласили. Насамрэч, гэта размова мусіла адбывацца пару дзён таму. Но не было возможности. Але дзякуй, што інтэрнэт з'явіўся. Спадзяюся, што это не на один день. Ну, посмотрим, дождемся 18 часов. Я думаю, что у нас может быть такой комендантский час в интернете некоторое время. Ну да, открыли як дзецям. Да, вот все. А цяпер ідзі рабі урокі. Сябры, Павел Свердлов працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Еўрарадыё. Всего доброго.